Как вы, наверное, помните, прошлую часть мы закончили на том, что убегали от волков. И делали мы это с полностью опущенной шкалой холода. И вот, пробираясь через колючие кустарники, рвущие нашу одежду и царапающие нашу кожу, нам удалось обмануть смерть и добраться до безопасного места. Согревшись и восстановив все жизненно важные показатели, я отправился в хижину. Правда, вот тележка почему-то отказывалась ехать. Поэтому мне пришлось преодолеть этот путь пешком. Но, добравшись до хижины, я высушил свою одежду и отмылся от неприятного запаха, исходившего от меня. Видимо, встреча с волками не обошлась без последствий. А еще я сделал себе твердые кожаные перчатки из шкурок волка. К счастью, этого добра у меня просто попа и жуй. Но затем я отправился к месту, где получил сигнал СОС. Возможно, какое-нибудь дополнительное задание поможет мне отыскать ключ от этой двери. Следуя сигналу рации, я пришел вот к этому вот месту. Это вход в ту пещеру, через которую мы попали в эту локацию. Ну, после того, как медведь разрушил башню. А если не помните, то ссылочку оставлю вверху. Однако подняться здесь не получится, так как тут очень скользкая горка, из-за чего я попал в реку и намок. Поэтому мне пришлось отправиться в пещеру и высушить здесь одежду. К счастью, когда я был здесь в прошлый раз, я поставил здесь веревку для сушки. После чего я снова поднялся наверх, чтобы осмотреться. Немножечко осмотревшись, я нашел вот эту вот пещеру, внутри которой мне пришлось немножечко попрыгать. Но я все же смог найти выход из нее. Правда, буквально через несколько минут я оказался еще в одной пещере. Но она была довольно-таки маленькая. Я бы даже сказал, что это не пещера, а просто сквозной проход через гору. И весь этот путь перевел меня к пику горы, где я научился закрывать баррикады и логово волков. Хотя не думаю, что мне это прям очень сильно пригодится. Волки больше не доставляют мне особых проблем, при этом являются источником пищи. Но с помощью веревки я открыл для себя способ быстро сюда залазить. И находится этот спуск совсем недалеко от моей хижины. Поэтому, передохнув и восстановив силы, я вернулся обратно. Ведь в прошлый раз я лишь построил баррикаду и совсем не осмотрел эту гору. И сделал еще один спуск с другой стороны. Он вел к домикам за речкой. А затем подтащил клетку вот к этой горе, забравшись на которой обнаружил синий переключатель для стрелки. А еще здесь на горе растет корень валерьяны. Спустился к тем самым домикам у речки. Как оказалось, здесь были места, которые я еще не посетил. Опустив мостик и перетащив по нему клетку, я поднялся на возвышенность, где было 2 сундука. Правда, ничего особо ценного я там не нашел. Только зря промок, придется идти сушиться. Высушив одежду, я нашел ту самую стрелку, от которой у меня был рычаг. Установил рычаг сюда, чтобы не таскать его с собой. А затем перевел стрелку. Не знаю, правда, зачем, но пусть будет. После этого я по ледяной горке отправился к своей старой хижине, чтобы подсушить там одежду, но линия сушки истратила свою прочность. Поэтому я установил там сушилку. Затем я отправился к той горке, куда привел меня сигнал рации, но только с другой стороны. А сигнал показывал куда-то внутри горы. Поэтому я отправился обходить гору, осматривая ее на наличие пещер, либо же каких-нибудь выступов, на которые можно забраться. И вскоре получил новый сигнал СОС. Неподалеку разобрался с 2 волками, охраняющими металлическую клетку, которую я подтащил к небольшому уступу. Наверху из-под снега был виден участок земли, который я попробовал раскопать. И нашел там сундук, за который, между прочим, получил достижение в Стиме. Затем подтащил клетку к другому участку возле скалы. Здесь, конечно, не было специального уступа, на который можно прыгать, но я смог забраться туда и без этого. И, видимо, вот оно, то место, в которое мы должны были прийти, следуя за сигналом рации. Но мы зашли сюда с другой стороны. Перепрыгнув на другую сторону через обрыв, я отправился к своей хижине. Согревшись и восстановив силы, я снова вернулся к этому уступу. Только в этот раз я понял, как его преодолеть. И теперь с этого места, где я получил второй сигнал СОС, я отправился искать новый сигнал. Но, к сожалению, вскоре разрядилась батарейка. И как назло, она была последняя. Поэтому теперь продолжить я смогу только тогда, когда найду новых батареек. Но, решив попытать удачу, я отправился прямо. И пришел в известное со второй части место. Также нашел станцию модернизации дрезины. А рядом с ней немного ресурсов. Да, это то самое место. Через текстуру мне удалось оборвать веревку. Хотя более чем уверен, что так это работать не должно. Внутри пособирал лут и открыл ворота. Ворота вели в длинный туннель. А в конце туннеля был тупик. Однако я узнал локацию за тупиком. Это те самые домики у речки. Собственно, к ним я затем и направился. Вдруг мне удастся открыть дверь наверху. И действительно, применив инстинкт охотника, я увидел, что можно разбить доски на полу. А в сундуке за этими досками я нашел золотой цветок, который был ключом от этой двери. Здесь было немножко лута, жаль, не было батареек, и выход на балкон за стеллажом.
Поэтому, выпив совсем немножечко храброй воды, я сиганул на ту сторону. Правда, и там чего-то особенного не нашел. Разве что еще одну карту. А вот человека, который звал на помощь, здесь не было. Может, это была очередная галлюцинация? Затем осмотрел бумаги, найденные в том домике. В одной было что-то про мешок золота, во второй очень размытая карта. Затем я вспомнил, что раньше находил батарейки в логове волков и отправился проверить известное мне логово. С первым, как видите, не повезло. А когда направлялся ко второму, увидел вот эту вот галлюцинацию. Галлюцинация — это, если что, дом, а олень вполне реальный. Просто он решил поплавать в текстуре. Ну вот, а со вторым логовом волков мне повезло. Теперь я могу продолжить поиск сигнала СОС. А еще я тут за клеткой нашел небольшую пещерку. Нет, ну может, в принципе, и большую, я не проверял. Я оставил ее на следующую часть. И вернувшись в то место, где у меня разрядилась рация, я продолжил свой поиск. Тут вовсе нет ничего странного, в этой игре это сплошь и рядом. Но мы тем временем прошли возле моей старой хижины, и вот здесь на ледяной горке словили новый сигнал СОС. После чего отправились искать источник нового сигнала. Прошли мимо горячего источника, возле которого в первой части встретили стаю волков. И по всей видимости далеко они отсюда не ушли. Из-за того, что волки не переставали на меня нападать, я вернулся в свою старую хижину, чтобы передохнуть и подготовиться к встрече с волками. Собрав достаточно материалов, я создал баррикаду и закрыл их логово. А я-то думал, что она мне никогда не пригодится. Теперь, когда бесконечный поток волков мне больше не досаждает, я могу отправиться дальше искать источник сигнала СОС. Правда, мои галлюцинации, ну что-то уж совсем разошлись. Не удивлюсь, если сигнал СОС тоже галлюцинация. И вот знаете, куда именно привел меня сигнал? Трупу парашютиста. Тому самому, которого мы видели в первой части. И самое интересное, что на этом история с сигналом СОС не заканчивается. А то, как она закончится, ты сможешь узнать в следующей части.